В Якутии повсеместно начались иссехи. Это национальный праздник народов Саха. С давних времен он проводился летом и был религиозным родовым молением небу, земле и воде. Как видоизменился праздник сегодня, какие ритуальные обряды сохранились и что нового внесено в празднование. Как будет проходить в этом году Эсех Туймады, мы узнаем сегодня у гостя студии Ларисы Андреевой, заместителя начальника управления культуры и духовного развития Якутска. Лариса Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. В этом году Эсех Туймады запланирован на 29-30 июня, а в календаре национальный праздник – это 21 июня. Скажите, не нарушает ли обычаев вот это изменение? Но Эсех с давних времен является самым долгожданным, значимым, любимым праздником всего народа. И оно проводится, когда наступает белая ночь, когда цветет вся природа. И начинаются эсехи. Эсехи маленькие, наслежные, родственников и так далее. Да? И вот исходя из традиции, нынешнее современное общество проводит свои эсехи в течение июня месяца. И это никак не мешает канонам традиции проведения этих эсехов. Поэтому и у нас город Якутск является столицей Республики Саха-Якутия и является самой большой площадкой для проведения национального праздника эсех. И она как бы подводит все эсехи, которые проводятся в республике. И, конечно же, этот праздник, национальный праздник Эсех Туймады, самое такое ожидаемое, потому что она имеет такие исконные традиции свои, имеет своих эти программы, которые интересуют таких людей. Вот как раз об этом давайте поговорим. Как проходит подготовка ритуальной части праздника, насколько она соответствует исконным традициям? Эсех Туймада в этом году проводится 28-29 июня, и он проводится уже 22 раз в местности Юсхатын. И, конечно же, вот последние 20 лет Управлением культуры и духовного развития города Якутска совместно с учеными, этнографами, работниками культуры и искусства проведена очень большая, огромная работа по воссозданию и реконструкции культовых обрядовых сооружений, не только сооружений, но и обрядов, церемоний, ритуалов. В течение вот этих 2 дней, которые проводится наш праздник, проводится около 9 ритуальных больших обрядов, которые пришли до наших времен в таком неизменном виде. Она изучается, она как бы распространяется не только у нас вот в нашем эсехе, но и по всей республике, поэтому очень такое щепетильно, внимательно относимся именно при проведении обрядов. И по поверью якутского народа, в это время, в июне, когда вот наступает благодатное лето, наши божества Аи спускаются с небес, поэтому приближаются как бы людям, и люди должны показать, что в нашем срединном мире все у нас хорошо, и мы должны поклониться нашим богам и показать, что у нас все должно быть хорошо, что мы должны, вот, и еда должна быть обильная, да, и спортивные игры должны быть, и красивые девушки должны себя показать, чтобы у каждого человека следующий год был таким же хорошим, благодатным, таким же красивым и так далее, чтобы наступил такой период. Поэтому все готовятся всю зиму, и одежду готовят, чтобы одежда должна быть очень богатой, красивой, и еда тоже должна быть обильной, да? Поэтому вот во все готовится, и, конечно же, это один раз в год, это самый такой большой праздник, где мы все объединяемся, все народы, все приглашаются, все родственники, все гости. Поэтому каждый год, с каждым разом гостей и участников эсеха становится все больше и больше. Лариса Константиновна, вы говорите о том, что есть пункты программы, которые остаются неизменными, правильно? А что меняется с каждым годом? Ну, мы живем в таком быстротечном мире, современном таком 21 веке, поэтому программа, конечно же, она содержательная часть, вот обрядовая часть, если остается неизменной, мы придерживаемся все каноны проведения ритуалов, а там добавляются уже программы другие. Например, в этом году мы подготовили более 120
программ разного характера, 27 площадок одновременно, нон-стопом будут работать. И, как вы знаете, у нас свои достижения в области кинопроизводства, да, наши фильмы участвуют во всех всемирных фестивалях, поэтому в этом году с кинотеатром «Синема-центр» будет показано бесплатно под открытым небом те фильмы, которые показаны, завоевали всемирную известность в различных международных фестивалях кино. Также в этом году мы отмечаем год театра по всей России, и потому все наши театры выйдут, у них будет своя площадка, и два ночи, два дня они будут показывать свои спектакли. Будут очень много гостей в это время, потому что все вот организации, все предприятия, министерства, ведомства хотят показать свою нашу культуру, национальную культуру, где можно показать только во время эссэха. Всю ширь, все богатство, вся содержательная часть нашей культуры можно показать во время эссэха Туймаада, поэтому в это время проводится очень много фестивалей, очень много форумов, очень много конференций. И потому у нас такая вот содержательная часть, она с каждым разом расширяется и становится не похожим на предыдущий год, например. Но ведь эссэх – это не только возрождение национальных традиций, но и крупное культурное событие, Да, правильно? да. То есть будут вовлечены не только представители якутской национальности, но и другие общины. Скажите, какие национальные общины участвуют в эссэхе и будут ли гости с других стран или регионов? Праздник, конечно же, объединяет все народы. Это наш праздник, особенно людей, живущих на севере. У нас лето очень короткое, поэтому мы, несмотря ни на какие народности и так далее, мы всегда радуемся, когда наступает лето, когда становится жарко. И вот в эти дни отмечаем, конечно же, мы общими усилиями наш праздник. И приезд гостей очень будет много, как я говорила. На данный момент по списку приглашенных 650 человек уже объявили желание принять участие на нашем эссэхе. Это гости с 13 стран, из 22 регионов нашей России. Приедут, конечно же, артисты. У нас будет гостевая площадка отдельная, и там примут участие артисты с Китайской Народной Республики, с Кореи, с внутренней Монголии, наши соседи с Иркутской области. Но таких артистов будет много. И помимо этого, все народности, которые проживают у нас в городе Якутске, они все примут участие на нашем эссэхе в отдельных программах, так и в общих таких программах, как торжественное открытие и так далее. Получается, эссэх уже становится таким брендом Якутии, да, то есть узнаваемым на мировой арене. Скажите, увеличивается ли количество иностранцев с каждым годом? В прошлом году, в 2008 году, наш национальный праздник эссэх Туймаада вошел в всемирный список привлекаемых туристических объектов. Помимо этого, он стал лауреатом по Дальнему Востоку, тоже по привлекательности туристическому. И надо отметить, что ежегодно растет приезд туристов, именно интерес очень большой к этому празднику. И такой вот всеобъемлющий праздник на природе, и притом организованный в городской среде. Это, конечно же, такое величайшее событие, и такого, по-моему, праздника нигде нету. Поэтому она привлекает и туристов, и гостей, и не только туристы вот сами приезжают, но, конечно же, это соцсети и так далее, интернет, посещаемость в сайтах очень такое большое. Интерес большой, да. Лариса Константиновна, в этом году чем готовы удивить организаторы праздника, как гостей столицы республики, так и наших жителей? Ну, у нас народ, скажем так, избалованный, да, что-то мы все равно, что-то какое-то новое такое течение каждый раз организовываем. В этом году мы, представляя северную коневодческую культуру, конечно же, обращаем внимание именно исконное такое, связанное с коневодческой культурой. Поэтому впервые в этом году пройдет парад всадников северных коневодов. Конечно же, этот проект поддержан нашим руководством города, руководством республики, и это парад будет необычным.
потому что не только мы как бы имеем скотоводческую культуру, да, коневодческую культуру, но и в связи с этим мы хотели бы продолжить этот проект, с тем самым объединяя все страны, которые имеют коневодческую культуру. Это вся планета, поэтому проект, наверное, будет расширяться и будет иметь тоже свой интерес, свой путь, будет иметь свою дорогу. И что из этого будет? Ну, конечно же, мы в этом плане первые шаги вот в этом году попытаемся сделать, обратить внимание не только наших людей, но и соседних регионов, у которых есть коневодческая культура, у всех есть, да? И, конечно же, мы будем объединять вот эти усилия, чтобы объединиться под единой культурой такой коневодческой. И поэтому вот впервые проводится парад всадников. Народ очень будет интересно проведение этого данного мероприятия. И, конечно же, вот я говорила, более 120 мероприятий. Там каждый человек, который придет на этот праздник за 2 дня, он найдет что-то интересующее для себя, для души, для сердца, для глаза, да. И в этом году очень много будет квестов, экскурсий внутри нашей площадки, внутри местности Үсхатын, потому что она очень такая большая стала, и содержательная часть, она с каждым разом становится все шире и шире, поэтому и мы в этом году планируем экскурсии. Давайте поговорим об организационных моментах. Расскажите, пожалуйста, подробнее про движение транспорта, про пункты помощи. Какие есть изменения и насколько будет комфортно гостям праздника? И вообще, что обещают синоптики? Может быть, есть информация у вас? Конечно же, окружная администрация города Якутска прилагает все усилия, чтобы были созданы условия. Ежегодно по расписанию будут проходить автобусы с Гемиина, с остановкой по центральным остановкам города. И, конечно же, они будут курсировать. Расписание графика автобусов, все это будет опубликовано в городских средствах массовой информации и соцсетях. 155-156 автобусы, они будут в течение, каждые 30 минут будут ездить в течение 2 дней. И будет организовано, конечно же, ежегодно организуется и станция скорой помощи там же, в Үсхатыне, работает МЧС, потому что там у нас есть речка, и все люди купаются, да, поэтому правоохранительные органы будут, конечно же, контролировать. И мы все условия создаем, чтобы люди пришли на наш праздник, и, конечно же, чтобы было всем удобно. Надеемся, что и погода не подкачает. Погода обещает быть хорошим, но даже если будет дождичек маленький, то все равно это как бы очищает все грехи прошедшего года, и поэтому ИСЭХ будет очень таким хорошим, интересным. Спасибо большое. Это было актуальное интервью. Сегодня мы говорили об ИСЭХе, национальном празднике народа Саха. До встречи в эфире.